17 года лечился замчище. И это замчище, як бы по классификации, было нададено решту драўляных фортеці часов Ивана Жахлівого. Ливонская Бункянская война. Фортеция это почала в 16 столетии, и высокал однажды фортеці, у вас наступний. Перед початком докладу я хотел бы еще згадать Александра Николаевича Полинского, якому присвячена наша конференция. Вот в Слудышах у нас был такой мемориальный снимок Татьяна Гуленко, Плавинский, Сидорович Виталий, ну, я и Полина Крылович-Белявская, ну, и тут на других снимках можно побачить традицию экспедиции в ДДУ, где Плавинский, кидая палец одному со старых речей, экспедиция в ДДУ была такая традиция. Ну, а все остальное вы уже только видите, хотя бы вашу увагу. Пожалуйста, наступный слайд. Таким чином, одна из фортець, побудованных войсками Ивана Жахлівого, змещалася за 25 километров на полночь от Полоцка и была локализована по левому берегу реки Мищ. На местности она, что ничего от этой фортеці не заховалась. Пожалуйста, наступный слайд. Археологическая операция, проведена с 16 по 18 год, по сутности охватили несколько объектов. Для нас Тиковостка представлял возле этот объект, доследованный сначала Шурком, потом Раскопом 2 и Калейдоскопом. Значит, в этой части фортеці было выявлено, как мы открывали, в 2017 году 4 части спаленные храмы, размер 3,20 на 80, рубленная бубла. И наступная праца 2018 года мерковали, як бы по нашей працовной тезе, знайти другую частку храма, яка нібито могла складаться с двух подобных городов. Мы не ведали докладно по своей працовной методице, где повинна была быть другая опорная, скажем, повежа этой рамы. Поэтому мы выказали два основных меркования и заклали раскоп, який по сутности як бы мог улучшить два таких момента. Однако еще в 2017 году у нас возникла одна маленькая интрига. Мы выявили две ямы, які зайшли у участку раскопа, зв'язану з брамой. И вот у этой ямы, наступный слайд, были выявлены человечьи кости. Соотносно, мы мерковали по той же працовной гипотезе, что в 2018 году при доследовании мы знайдем або стрельца войск московских, або ланскнехта немецкой наемной пехоты войск Речи Посполитой. И уже, як бы сказать, пальчики облизывали, думали, что там изброение и все. Вот и с таким меркованием мы как раз и почали працы 18 года, у нас наступный слайд. Еще раз раскоп увеличивал две наши версии и окружал как бы часть брамы для случая, что она медиа провинно действует протягивает. Наступный слайд. До зачистки материка интрига заховывалась. Мы мерковали, что брама максимум была вот такой. Одразу ж звернули увагу на плями на материку і соотносно, будь ласка, наступний слайд, якраз над этими основными плямами нами було виявлені могилька, в яким ніхто нічого не ведав. По сутності, ми так само. Вот. Могильку было доследовано 15 похований, частково пошкодженных, но в большинстве захованных. Я путенько по их пройдусь и потом зробимо снова. Наступний слайд. Поховання один якраз
ми отримали пакування в труні безінвентарне на істотній глибині. Наступний слайд. Пакування номер 2. Я звертаю увагу, було на меншій глибині без струни, але мало вельми шмат засипці вугілля. Наступний слайд. Поховання номер 3 так само означалося наявністю вугілля невеликою глибиною, пошкодженнями і рештками труни. Так само фіксувалися світлі. Наступний слайд. Поховання номер 4 так само ми можемо бачити його верх засипки з великою кількістю вугілля і рештками труни поховання при розчистці. Наступне. Сліди пожару вельми добре фіксуються. Поміж похованням наступний слайд. Поховання номер 5 так само вельми шмат вугілля і врешті-решт розчищене, так само з рештками труни. Наступне. Поховання номер труни. Наступне. Поховання номер 6 так само мало рештки труни, так само засипці присутніші вугілля. Наступний слайд. В этом же поховании были знойдены, по сути, бронзовые зашпильки. Наступный слайд. Похование номер 7 так само обозначалось засыпкой с пластом вугілля и так само наступный. Значит, тут в этом поховании будут знойдены рештки черного бисера. Наступное. Похование номер 8 рештки похования без следов труны. Наступное. В 9 поховании так само можно было назирать рештки труны. Наступный слайд. И в этом же 9 поховании были выявлены бронзовые зашпильки. Там, где повинны быть листеру. Наступное. В 10 поховании были выявлены, по сущности, бисер, светло-белый и еще кольоровый. Значит, так само было выявлено, значит, зашпилька и шерстяная шапка на чайке. Наступный слайд. 11 похование так само имело следы засыпания вугілля и олей. Инвентарь похования 11 складали с синих патерок и с такой вот с высоблевой фигурой. Такая фигура была выявлена в лютом огне 14-15 столетия в Новом Болецке. Скажем, крайних аналогичных мест выхования этих фигур я особисто не маю. Назначался непосредственно участок. Наступный слайд. 12 похование было безинвентарным и без струны. Наступный. Похование 13-14 замечательное похование с односно 2 и тут вельми цікаво. Цікаве означалося мовно, що одне з поховань оказалося по сутності частково знищеним. Наступний слайд. Это вельми добре бачно по розтрущеному черепу и рештках косток, а так само по істотному перекопу и башні профилем. Наступный. И по сутности вот эти разбурения были нанесены уже непосредственно по материалах засыпки вот таких конструкций. Включая за все в 19-му початку 20-го століття, коли тут існував фольварок, і по сутності була спроба оживлення її видавничої діяльності. Тобто було знайдено 2 подобних ями з каменями, і включая за все, коли наткнулися на костки, Максима припинили просто возготовить діяльність і далі її не було. По сутності, просто наступний слайд. Похование номер 15 было так само безинвентарный и без струны. Наступный слайд. И по сути, еще раз анализующий все это похование, можно сказать,
что могилки были заснованы, основная часть похования была зроблена уже после зникнения фортеции. До фортеці, до зникнення в 1579 році гэтай могилки дочинения не имели ніякого. То есть тут не были похованы люди, які були зв'язані, скажем, з воєнними діяннями, але такі могилки звичайно активно засновуються на місцях, де була некая трагедія, і это так само сустракаецца вельмі часто. Один момент, что после нескольких похований, особенно похования с фибулой и патерками, нас наводит на думку о том, что не были тут еще могилки, то есть больше раньше за основание фортеции, то есть эту вероятность нельзя откидывать, и таким чином мы отримаем накладание как бы 4 контекстів, 2 могилок фортеці і будівничої діяльності. У вас наступний слайд. Ну і коли сумарно поглядіти на ці могилки, то соотносно інвентар в основному був знайдений тільки в этой части могилок. Все остальные могилки были безинвентарные, і могилки ось тут ще, як показали розвідувальні шурфи, мають протяг, в этом не всі поховання. І орієнтація могилок, їх якби різні глибини, і відсутність або присутність трун свідчить о том, що це якби могилки, які існували доволі протяглий період, скажімо, ну, максимум 100 років не виключено. Дякую за увагу.